Петр Васильев, здравствуйте. До 2025 года в республике во всех 13 арктических районах должны заработать торгово-логистические центры для завоза и хранения продовольственных товаров. Торгово-логистические центры должны стать важным звеном опорной сети северного завоза. Они располагаются в населенных пунктах на берегах судоходных рек Якутии с выходом на Северный морской путь. Какова ситуация с открытием таких центров сегодня, мы поговорим с нашим гостем в студии. Это Сергей Неустроев, первый заместитель министра по развитию Арктики и делам народов Севера Республики Саха-Якутия. Сергей Анатольевич, здравствуйте. Здравствуйте. Ну, я предлагаю для начала все-таки такую базу озвучить, что такое торгово-логистические центры, Да. в чем их основная суть. Но вы уже сказали, что они расположены в районных центрах. У нас 13 арктических районов. 70-80-е годы вот база торговая была уже с тех пор, были построены торговые вообще базы для снабжения арктических районов. Конечно же, они очень сильно устарели. В настоящее время необходима была именно модернизация, реновация этих торговых помещений. Что такое торгово-логистические центры? Закладываем в это именно центры, которые снабжают именно район, поселения районные продовольственными товарами. Логистика какая? Очень сложная. Для всех районов мы доставляем продовольствие в течение года. Это используется и водный транспорт, автозимники, самолетами. Так что эти продовольственные центры должны иметь, конечно же, хорошие холодильные камеры, чтобы сроки хранения продовольствия были довольно долгосрочными, так скажем, да? Чтобы продовольствие не портилось. У нас есть 12 наименований социально значимых продовольственных товаров. Это мука, сахар, основные продукты. Ну и расширенные СЗПТ, как мы это называем, это у нас овощи, фрукты, это уже сезонный такой товар. Цель этих создания торгово-логистических центров, чтобы продукты вовремя приходили, снабжали районные центры, далее из районных центров они снабжали другие все населенные пункты, которые расположены в том или ином районе. Вот такой у меня То есть это, суммируя, это такая точка, где можно и приобрести продукцию, куда продукция доставляется и уже развозится по всем населенным пунктам. Да, они работают как района. магазины. Житель арктический приходит в этот магазин, покупает необходимые продукты. А вот сколько на сегодняшний день подобных центров открылось? Мы вначале сказали, что во всех 13 районах появится. Сегодня какая картина? У нас сейчас 8 таких торгово-логистических центров. Осталось еще построить 5. В этом году у нас еще будет построено 2 в Батагае Верхоянского района и Хану Момского района. Да. Безусловно, здесь, наверное, один из важных факторов открытия – это изменение цен на те продукты, которые завозятся. Вот как повлияли, допустим, на те же томаты или огурцы, которые в арктических районах всегда стоили, откровенно баснословные деньги? Да, у нас есть соответствующая компания, которая занимается завозом, доставкой и реализацией этого продовольствия. Компания «Якутапторг», с недавних пор она называется «Арктическая торгово-логистическая компания». Название тоже изменено в связи с тем, что функции уже у них более конкретно уже в названии уже изменены. Да. И для того, чтобы продовольствие стоило столько же, как и в Якутске, то для этого у нас правительство предусматривает субсидирование транспортных расходов. То есть цены, они все-таки поменялись? Цены во всех торгово-логистических центрах одинаковые. Я к тому, что вот было до введения ТЛЦ в наших Тут задач несколько: и ценообразование, и ассортимент. Чтобы все продукты, которые из тех 12 наименований, были постоянно в течение года, чтобы население не испытывало какого-то дефицита. А вот что еще изменилось с открытием ТЛЦ, помимо цен? Мы считаем, что эти ТЛЦ должны стать центрами, где население могло бы не только приобретать продовольствие, но и в будущем, возможно, сдавать уже свою продукцию, местную продукцию, для того, чтобы какой-то был обмен продовольствием, и чтобы население могло работать, зарабатывать на этом. У нас для этого построены именно такие склады, которые могут хранить долгое время ту или иную замороженную рыбу, те же ягоды замороженные или ту продукцию, которую население арктическое может именно собрать в себя в районе. То есть такая, получается, экономическая подоплека, точка развития еще экономической составляющей. Конечно же. И задачи, чтобы предприниматели, конечно же, жалуются, что в
связи с тем, что торгово-логистические центры вот, в том или ином районе построены, что они могут их задавить. Но это не так. Конечно же, ТЛЦ снабжает только именно социально значимыми продовольственными товарами. Еще раз хотел бы сказать и отметить это. Но и для того, чтобы, наоборот, предпринимательство было, развивалось в этом направлении. То есть что туда можно сдать? Это, насколько я понимаю, дикоросы, различную Рыбу, оленину. да, вот оленину, виды мяса, которые вот, оленина в основном, конечно же, да, рыба свежемороженая. И, конечно же, хотелось бы, чтобы мы эту продукцию могли долго хранить, опять же, и довести до Якутска и реализовать уже здесь. То есть она не только там будет на территории района, так скажем, происходить внутренняя торговля, но еще и экспорт Да, в Якутск. конечно же. А если вот говорить, допустим, о самом крайнем, так сказать, открытом ТЛЦ, если не ошибаюсь, это был Жиганский район? Ну, в смысле, последний по сроку? Да, Да, последний введенный, это да, был Жиганский это район. был Жиганский район. Что изменилось с тех пор? Ну, Жиганск у нас самый все-таки транспортно, так сказать, удобный район. Там все-таки и на реке находится район Лени, да, и транспортная у них доступность более-менее лучше, чем в других районах. Мы считаем, что улучшилось что? Ну, население получило доступ покупать, приобретать продовольствие по ценам, которые есть в Якутске. Но я думаю, больше всего открытию ТЛЦ на данный момент рады жители Булунского района. Вот там тоже же, я не Да, ошибаюсь, тоже было. в прошлом году был открылось. построен торгово-логистический центр. Ну, в рамках вот именно у нас с апреля месяца уже будет работать закон федеральный о северном завозе. И в ТИКСе мы именно построили очень большой торгово-логистический центр с большими объемами именно хранения продовольствия. Мы считаем, что возможно будет уже завоз через Северный морской путь. Это тоже предусматривается. Для этого, конечно же, ТИКСи, в принципе, готова принимать продовольствие. А сами жители с какими инициативами не выходят по наполнению этих ТЛЦ, допустим, не только социально важными продуктами, но и, допустим, другим ассортиментом, за которым им приходится ездить в другие районы, в тот же Якутск? Ну, население, конечно же, очень заинтересовано. Вот помните, в советское время раньше население могло сдавать, например, столько-то ягоды, объемы, и могло уже гарантированно получить какой-то вот товар. Возможно, такая формула, такая схема работы тоже будет работать товар на товар. Она, наверное, дает какую-то стабильность и уже понимание, что если ты вот за лето соберешь или уже сдашь такое какое-то количество продукции, ты уже будешь гарантированно получать тот или иной вид другого же продукта. И насколько я понимаю, вот если мы говорим о ТЛЦ как о точке развития экономической составляющей арктических районов, это же все-таки территории, в том числе обитания наших коренных малочисленных народов Севера. Конечно же. Они же и свою продукцию могут реализовать. Да. Вообще вот финансирование этих торгово-логистических центров федерально было именно поддержано по федеральной программе государственной поддержки традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов России. Ну, получается, что у нас в арктических районах население КМНС есть везде. Традиционная хозяйственная деятельность очень важный вид деятельности. Именно люди, которые занимаются этим, ведут хозяйство свое, они могут именно обмениваться вот товар на товар, который они производят, и получать продукцию, которую они не могут производить. Сергей Анатольевич, накануне глава региона СН Николаев подписал два важных указа на период до 2030 года. Один из них о развитии арктической зоны нашей республики. Какие задачи будут решаться этим указом? Ну, указ определяет основными приоритетными направлениями государственной политики Республики Саха-Якутия именно в арктической зоне Республики Саха-Якутия на период до 2030 года. Мы считаем, что до 2024 года был указ предыдущий. Первый этап, мы считаем, выполнен. Сейчас наступает реализация второго этапа стратегии. Первое – это повышение качества жизни населения, достижение показателей социального развития населения арктической зоны не ниже средних показателей по Российской Федерации. Второе направление – модернизация социальной инфраструктуры и создание комфортного пространства для закрепления населения с учетом прогнозного прироста численности населения арктической зоны Республики Саха-Якутия. Ну и третье направление – это прирост инвестиций в основной капитал. Тут уже есть конкретные цифры, не менее чем в 5 раз к уровню 2023 года. Ну, реализация указа подразумевает реализацию большого комплекса мероприятий, в том числе, конечно же, развитие сети, широкополосной сети интернет, во всех районных центрах, населении, во всей Арктике.
У нас в Арктике сейчас интернет доступен только в 3 районах, к сожалению, но мы надеемся, что эта задача уже будет выполнена в будущем. Обеспечение лекарственного обеспечения населения, 100% охват именно труднодоступных и отдаленных поселений, внедрение стандартов онлайн-образования. Если будет интернет, то мы можем уже учить ребят и даже в кочевых школах, отдаленных населенных пунктах. Это очень важно. И давать ребятам, которые заканчивают школу, профессиональное образование онлайн. Увеличение производства, как уже говорил, местной продукции в арктических районах 2 раза. Вот такие у нас уже есть задачи. Да. Ну, организация регулярными пассажирскими перевозками, но они очень популярны. Ну, там есть еще много наработок, надо будет, конечно же. Население просит больше субсидированных билетов. Но мы хотели бы, чтобы была развита малая авиация, возможно, беспилотная тоже будет, авиация будет использована для перевозки, конечно же, каких-то тех или иных грузов. Ну, суммируя, в основном это направление работы социально-экономического развития. Конечно. Сергей Анатольевич, в заключение хочу все-таки спросить, не привязываясь к указу главы региона, про экологическую составляющую. Вот какая сегодня работа там ведется, потому что активно идет промышленное освоение Арктики, Да. но в Арктике климат самое главное, как его сохранить? У нас есть очень хороший проект, федеральный проект, называется «Чистая Арктика». Мы каждый год выезжаем в арктические районы, собираем металлолом, привлекаем при этом молодежь, детей, и у детей уже прививается культура или вообще желание убирать, жить в чистом поселке, в чистом районе. И эта акция, этот проект очень полезен. Мы считаем, что оно будет в будущем еще больше развиваться. Сейчас это вопрос очистки от металлолома, но в будущем, наверное же, опять же, очистка всех уже и рек, и вообще вот от всего мусора, который есть в Арктике. Ну это вот мы завершаем дела, так скажем, предыдущих, прошлых лет. А что насчет текущего положения дел с промышленными компаниями, которые активно заходят на территорию арктических районов? Как регулируется их работа? Ну, ведется работа с предприятиями. Конечно, хотелось бы, чтобы у них была больше социальной ответственности перед населением, но компании идут навстречу. Как уже было сказано, у нас проводится, вот министерством нашим проводится работа по этнологической экспертизе. Это расчет именно урона, Который окажется. Да, который оказывается урон при разработке тех или иных месторождений предприятием, тем или иным предприятием. Поэтому эта работа ведется, и мы, конечно, хотели бы, чтобы предприятия больше на себя брали, и, конечно же, тоже были обеспокоены экологией тех территорий, которые они разрабатывают. Сергей Анатольевич, ну я уверен, что эта работа обязательно даст свои плоды, и Арктика получит новые витки развития. Спасибо, что пришли к нам в студию, ответили на наши вопросы. Спасибо. Это было актуальное интервью. До встречи.